что тогда открываем очередную рефлексию. Вот, открываем программу, начинаем. Да. В прошлый раз мы заслушивали Ольгу с группой философским подходом к инновациям и добрались до проблематизации. Да. Так, мы договорились, что мы с проблематизацией будем разбираться отдельно. Я не поняла, если честно. Может, очень отдельно. То есть я не поняла вообще, что мы решили на самом деле вчера. Ну, просто, по-моему, остановились. Неделю назад. Мы просто остановились, договорились, что готово, продолжим. Ну, можем. Продолжим. Мы просто решили остановиться, потому что было уже... Кончилось Да, терпение. менее, хорошо. Ну, хорошо, тогда продолжим. Бережите голову. Вы же была каска. Все, каски нет. Есть каска. Выдайте рефлексирующую каску. Я не буду заново рисовать там все эти этапы, да, это последние. Ну, я была в работе группы, главное, это будет наша монетизация. Так, и я успела рассказать, что мы рассматривали вот это вот противостояние, да, между условиями технарями и гуманитариями. Вот. И вот до этого на методологической консультации Мацкевич номинировал это противостояние как непродуктивное. Вот. И вот, благодаря ему получается, ну то есть да, это я говорила о том, что вот это противостояние, это обмен ударами по нарастающей, который действительно приводит к разрушению либо одного, либо обеих сторон. Вот. И там, с подачи Мацкевича сформулировали тезис, что ну, тот, кто рефлексивно видит ситуацию, тот и несет за нее ответственность, за коммуникацию. Вот. И там возник такой вопрос, что может быть третьим. Да, ну, как вариант, там возникла Беларусь. Подожди, Ольга, ты это пересказываешь как содержание пленара? Нет, это что было на группе. Я просто, в прошлый раз я успела уже... Это схема, которая на вашей группе, да. На такте, групповая работа? Да. Но я просто в прошлый раз на этом закончила. Вот. Но поскольку конфликт непродуктивен, то там возник вопрос, что с этим, собственно говоря, делать. Вот. Но Мацкевич там через проблему национальной безопасности получалось, что как бы, объект, который может в этом быть третьим, да, и уравновешивать эту структуру, это Беларусь. Миха, по-моему, предложил в этот момент другую схему, да, там, где в каждом есть технарь и гуманитарий, помнишь такое? Ну, она пролетела. Да. Ну да, но была у него схема о том, что как бы, ну вот условно говоря, я не помню, как она выглядела. Там да? Пирамида плюс-минус и лампочка. Нет, это другое. Нет, я имею в виду другое, что в каждом есть, там, условно говоря, там, технарь, есть гуманитарий, да, в каждой позиции. Просто когда коммуницируешь, то нужно как бы переключать их. Вот я помню, что это было, не уверена, что на этом такте, но было такое. Именно в нашей группе. Да, ты говорил. Это важно? Ну, просто вы сейчас... Нет, в принципе, это важно. Почему? Потому что на самом деле я потом такое вот как бы мерцание видела. То есть у одного человека такая как бы смена роли. Вот у Димы я видела, да, то есть он, работая в секторе, да, реальной экономики,
самоопределился как гуманитарий, причем очень четко, да, потом уже на самом деле на этапе проектирования у него проснулась такая, ну, как бы техническая, там, как сказать, оптимизирующая, рациональная, я бы сказала, идентичность. Вот, и Барковского я тоже видела, потому что он работал, я так понимаю, со схемой Андрея Мельникова на проектировании в дальнейшем. Ну, то есть в дальнейшем уже не здесь, а ну, вот здесь. Ольга, а была же схема с двумя интенциями. Была господи, на Но клинической это консультации. не является вот как бы такой схемой двух интенций? Нет. Это, ну, грубо говоря, хотя мы кого-то официально там по внешним признакам, да, по социальному статусу, например, идентифицируем себя как технарий-гуманитарий, но я так уловила мысль Михи, что... Вот мне кажется, то, что сейчас рисуешь, я это рисовал на проектировании. Ну вот для интенции я пытался там переработать. Значит, я перепутала. Нет, ну была схема, она немножко Ну, вот, по-другому вот. выглядела. Ладно, может быть, это... Хорошо, может быть, это не важно. Вы же после того, как поработали, вы не выносили никакого Да, но я доклада. еще на самом деле не закончила, там еще было содержание, которое я не успела в прошлый раз рассказать. То есть мы продолжали разбираться с тем, что, вот что может снять этот конфликт. Вот. И тут я уже тогда не была игротехником, да, я тогда сделала свой ход, я стала там расспрашивать Диму, да, почему он, в общем-то, будучи номинально, ну, не гуманитарием, да, он на себя эту роль взял и так уж неорганично. Вот. И ну, мы стали с этим разбираться, грубо говоря. Вот. Дима сказал, что тебя смущает, да? Ну, ты просто пересказываешь, Да. как бы, что там было, ну, может быть, сразу можно что-то важное вынести там. То есть, если в результате этого там разбирательства ты вынесла что-то, ну, ты поделись этим. Если нет, ну, то можем дальше. Ну, там зашла речь просто про импринтинг. Вот. Ну, просто зачем я это рассказываю? Потому что в конце с подачи Владимира Владимировича, то есть получилось, что доклада нет, и нужно действовать сугубо. То есть не излагать некое содержание, а Что-то сделать. что-то сделать. Ну, он в конце и сделал, на самом деле. Когда сказал, что предлагаю поженить схему Водолажской и Мельникова. А потом еще взяла и перевернул схему Мельникова. Ну, это мы все судили еще в прошлый раз. Ну, насколько я хорошо. помню. Ну, ладно. Так, Вот. а ты что-то вынесла для себя важного вот с групповой работы? Ну или так, что самое важное с этой групповой работы ты вынесла? Потому что, ну, выглядит так, вы там пообсуждали, потом Мацкевич что-то сделал. А ты? Я очень сильно проблематизировалась, да, то есть я на самом деле очень сильно переживала вот этот раскол, и вот у меня возникла установка, что если эта проблема нерешима на каком-то таком схематическом уровне, может быть, она решится просто в реальной коммуникации. Там, на пленаре, да, по проблематизации, или там... Ну, вот я чего-то такого ждала и выискивала. Вопрос. Так, а во что ты проблематизировалась? Там схема в каждом из нас есть гуманитарий? Нет, вот нет, сам вот этот вот как бы... Что это бесполезное противостояние, ты ничего с этим сделать не можешь. Да. Понятно. Да, и причем, ну, это реальность, которая там, ну, важна для меня как гуманитария, потому что я в этом живу. Ну, там еще был такой, что когда есть два выбора, человечество делает худший выбор. Если есть выбор между там, демократией и фашизмом, Это ты сейчас что сейчас говоришь? это про содержание, которое было на проблемных делах. На пленаре или на группе? На группе. Дополняет. Ну, я вот этого не помню на самом деле. Ну, если
тогда можно сказать, что вот поэтому так-то все, вот не было цифр. Ну, смотри, вот что я услышал, то есть, что ты проблематизировалась на работе в группе Да. и вышла на пленар с установкой. Я правильно понял, что твоя установка при работе на пленаре была сделать что-то с этой ситуацией в живой коммуникации? Или я Это была неправильно? установка на все остальное, даже не на пленар, а на все, ну, как бы на все до конца игры. То есть, ну, увидеть какие-то возможности. Поэтому, скажем, на пленаре я там, вот, когда слышала, что сзади там переговаривается Мельников и Князев, что они, например, не согласны с докладом Козловского. Вот, и я, ну, Я правильно понял, что в этой схеме ты самоопределилась такого рефлексирующего субъекта, который ищет возможность в общем-то, что-то да. То есть сделать? я пыталась, да, что-то понять и увидеть. Хорошо. Ну, что? Ну, тогда, если не имеет смысла рассказывать про содержание, то проблематизация, все. Имеет. Ничего вообще шла проблематизация. В чем состояло содержание проблематизации? Оно же на самом деле не совсем так, как у людей. По сути, это не была проблематизация, получается. Потому что это было опять-таки это отставание на один шаг и попытка понять то, что было на второй части целеполагания. Ну, методологическая группа, да, она стала отставать на один шаг, потому что группа сама определилась таким образом, что вот наша задача – это понимать, насколько мы можем, и доносить настолько понятно и объяснять, насколько мы можем. Я про другое. Ну что? Вот ты ситуацию проблематизации переживал. Да. В чем она состояла? Для меня? Ну, хотя бы, да, с твоей какой-то позиции. В чем она состояла, если это была в игре проблематизация, то она касалась, наверное, там, содержания игры, всех, которые в чем эта проблематизация состоит. Понятно, что мы сейчас в рефлексивном режиме можем на это смотреть как на то, что было, случилось, на то, что там случилось. И случилось ли вообще что-нибудь. Можно ли мы это как-то систематизировать, не знаю. Это скорее про то, что Дима говорил про сейчас, про две возможности. Ну, я просто очень давно как бы живу с ощущением, что скоро глобальный капитализм он полностью похоронит там культуру любую, там гуманитарную. Ну, то есть, что вот, ну, грубо говоря, что я исчезну, да, и не только я. Каким образом оказалось, что позиция, которую мы квалифицировали как непродуктивную, опять оказывается единственной на доске? Ну, фактически, из того, что Ольга говорила, да, получается, что вы обсуждали там, как снять эту оппозицию непродуктивную. Ну и как бы этим были, и все равно, получается, ее и переживали. Это не Да? думайте о розовых словах. Да, называется. рыжим слепом Конечно, утконосе. Ну, и да. И, в общем, как ее снять, так и непонятно было, но зато глубина переживания, ложная позиция. Как тут капитализм глобальный гробящий? А это, я думаю, это накладывающаяся актуальная ситуация ложной оппозиции на вот, то, с чем Ольга живет. Это рефлексивная возможность. То есть, как бы здесь получается, что вот эта вот ложная позиция, от нее надо избавиться. Как от нее избавиться, я не могу ничего с этим делать.
где-то вляпывание еще Ложная- на другом уровне, да. В смысле это ложная, самое. как в смысле ложная позиция? Какая позиция ложная? Да ложно. Абсолютно ложно. Которая именно? Непродуктивная. Ну, это, ну, технарий, гуманитарий, ну, ай. Ну, ай. Она должна быть продуктивной, не ложной. А это немного другое. Ну хорошо, ложная. Вот. И, соответственно, начинается ай-яй-яй, кто-то может друг друга уничтожить, диалога не получится, ну и пошла возгонка рефлексивная к блокчейну и всем этим самым штукам. Приблизительно так я Почему, со стороны. почему блокчейн? Ну, потому что я Козловского слышал. Не поняла. Он уже это самое несет. Да, ну тоже возгонка, только не Давайте эффективная. да. разбираться. Ну, не знаю, мне... Ну, подожди, ну вот так хорошо, ладно, по выносу. Мы с чем сейчас разбираемся? Эта штука, мы говорим сейчас об Ольге, о группе или об игре. Вот смотри, сейчас нечто происходит. Вышла Ольга к доске продолжить недельной давности доклад, который остановился, ну не доклад, а рефлексия, точнее, да, и она остановилась на проблематизации. Дальше Ольга говорит, я не буду сейчас рисовать эту ленточную схему рефлексии по игровым процессам, да, рабочим процессам, а сразу перейду к чему? Ну да, к проблематизации, но к чему проблематизация? Фактически к логографии, к не знаю, летописи, к хронологии. Да? Она рассказывает, вот на группе было то-то, то-то и то-то. Правильно? Ну да, я знаю, начала. Да, начала с этого, пока и в процессе рассказа появилось на доске вот то, что появилось. И Ваня стал чего-то возражать. Иван, что ты имеешь в виду? Так понял, что Ольга, Иван тебе мешает? Ну смотри. Нет, у меня такое чувство, что сейчас я не понимаю какую-то норму, да, что есть какой-то формат того, как это должно быть представлено, а я этот формат не совсем понимаю. Давайте разбирать. Попробуем запараллелить. Как поссорились Ольга Лучшева и Иван Ледин? Точно посмотрите. Ну, кто-то кому-то друг другу мешает. Сидит наивный человек в зале, ну, что он видит? Ну, что-то вот эти два человека друг с другом не согласны. Видно это? Ну, не видно. Ладно. А на игре была такая штука, значит, Андрей Еленко и, предположим, даже Лугович. А мы даже возле доски Или оказались. Владимир Мацкевич. Или сзади там Козловский, или там еще кто-нибудь, да? Ну, кто-то. Вот они ссорятся. Или не соглашаются друг с другом. Ну, сидит наивный ребенок. Например, посадите ребенка в зале. Что он видит? Тетя и дядя что-то не поделили. Чего они не поделили? Мы же взрослые люди. Стал вопрос про содержание. Стал вопрос про содержание. Ну, надо производить раскопки некие, да? Мы тогда обзываем, например, Мельникова технарь, а тут кого-то там на этом месте стоял я, он, там еще кто-нибудь, да, гуманитарий. Итак, мы не будем разбирать, чего поссорился дядя с тетей, как бы, да? Мы обозвали дядю технарем, тетю гуманитарием. И чего поссорились технарь с гуманитарием? Мы произвели некую как бы номинацию, да, участников видимой коммунальной разборки. Ну, межчеловеческой, как бы, да? Между людьми возникла какая-то заморочка, они там что-то друг с другом сцепились.
Мы, чтобы разбираться с этим, номинировали этих людей какими-то дополнительными атрибутами. Обозвали. Говорим, о, типичный представитель технарей, типичный представитель гуманитариев, значит, есть конфликт гуманитария с технарем. Мы на Западе с этим не согласились. Ну, мы там стали не соглашаться. Может, с моей подачи на месте, там, или еще как-то, да? Но, тем не менее, когда он говорит, вот это вот непродуктивный конфликт. Но конфликт мы видели. Значит, надо глубже разбираться. Есть у нас более глубокий слой для разбирательства? Речь шла о том, что технари включают гуманитариев в коробочки. Вот, сейчас смотрите. Значит, мы от человеческого уровня, да? Люди, коммунальный уровень какой-то, перешли к некому социальному. Это уже некие, ну скажем так, не очень понятно, но назовем это, скажем, мировоззренческие позиции. Мы говорим, ага, представители мировоззренческих позиций с чем-то друг с другом не согласны. Какой третий уровень? Вот это был первый уровень, видимый. Второй уровень, слегка скрытый, но мы в рефлексии его вскрываем, докапываемся. Можем еще дальше докопаться в чем. Вот теперь как бы, всякая позиция, социально-деятельностная позиция фундирована тем, что у нее есть на доске. Вот то, что есть на доске у гуманитария, то, что есть на доске у технаря и гуманитария, как бы, да, это есть содержание. И вот мы от людей, от того, что видно органолептически, да, смотрим человек в платье, значит женщина. Смотрим человек с бородой, значит мужчина. Во вторичным половым признаком определили. Могли бы мы свести это к конфликту мужчины и женщины? Могли, да. Гендерно разобрать эту херню. Некоторые люди так и делают. Мы пошли другим путем, мы обозначили это социально-деятельностными позициями. Отлично. Что сейчас на третьем уровне нам надо сделать? Нам надо найти содержание. Содержание, по поводу которого схлестнулись представители деятельностных позиций и конкретные человеки, людишки. При этом, если Ольге не нравится борода Веденина, а Веденин имеет какие-то виды претензий к Оле, это тоже входит в конфликт. Может входить в конфликт. Но нас это не интересует. Мы элиминируем вот этот пласт. Мы докапываемся до содержания. Вот здесь вот как бы тогда Кацук или кто-то там, или Егоров спрашивает, а содержание-то в чем? Если вы характерами не сошлись, Мельников, там, Суришев или Смоцкевич, это одно дело. Если это классовая ненависть технарей к гуманитариям, а гуманитариям и такая классовая зависть гуманитариев к технарям, это тоже как бы другое дело. Содержание в чем? Содержание относится к образу мира. Да, да, к тому, что на досках написано. Ну и с доклада Козловского это началось, который сказал, что я буду там заниматься инновациями, ломать социальные связи, и мне, в общем-то, пофиг. Да, мне кажется, что как раз в докладе Козловского он не цеплял содержание, да? Он скорее обозначил вот этот конфликт. Да? Ну, то есть он сказал, вот я такой, а вы такие. А, собственно говоря, чем различаются одни и другие? Осталось не очень понятно. То есть это скорее, ну вот, было там номинировано, что вот я тут буду делать то, что буду делать, а эти там, пусть чем-нибудь занимаются. Почему было понятно? Было технарей отнесли к тем, кто занимается инновациями и ломает связи, а гуманитарии отвели роль восстановления поломанных связей. Да. Ну да, ну это же Козловский так образовал. Да, во-первых, это Козловский так сказал, а во-вторых, ну как бы оно даже не совпадает по названию, да, ну почему это? Это ломатели и восстановители.
Почему это технари гуманитарии? Ну, давайте аккуратненько, да? Значит, мы производим практически раскопки, да? На рефлексии мы докапываемся до сути, до того уровня сути дела, до которого способны докопаться. Были бы мы психологами, мы бы докапывались до одних вещей. Но психологи даже восстановили какие-то вот, социально-ролевые, они бы не про позиции говорили, а про роли, да? Социально-ролевые какие-то вещи, даже попытаясь восстановить содержание на табло сознания, они бы видели там определенное содержание. Некое, да? Я не знаю, какое это. Вот есть психологи. Или на игре были, я не помню. Да? Чтобы они там докапывались и как-то это интерпретировали. Но в принципе такая интерпретация возможна. Но нас она не устраивает, мы копаем дальше. Сколько уровней вообще нам надо пройти, докапываясь до этого всего. Еще раз. Итак, первый уровень. Конкретные люди. Между людьми происходит согласие, любовь, там, не знаю, драки, еще какие-нибудь такие штуки, как бы, да, которые всякий раз можно видеть. Мы можем обозначить там, гендерный пласт. Интерпретировать это в гендерных терминах. Можем, например, там, скажем, поколенческий, да, демографический. Конфликт поколений. Можем рассмотреть? Можем мы рассмотреть это так, как Кравцов представляет. Да? Консерваторы и кто там? Инноваторы. Не либералы, консерваторы и инноваторы. Это не знаю, конфликт. Как это можно назвать? Установки на развитие, там, ну, какой-то установки. Ну, каких-то этических, этико-практических установок, да? Морально-практические установки. Мы этого всего не делали. Мы сразу зафиксировали как бы, эпистемологический уровень. Я думаю, это можно назвать, да? Или гносеологический. То есть ты считаешь, что это именно технари гуманитарии, это сразу эпистемологический уровень? Ну да. Ну а как его еще можно назвать? Нет, ну просто смотри, да, то есть тогда надо как бы понимать, что если это восходит чисто к знанию, то тогда надо разбирать анализ ситуации, раскапывать, как там по схеме многих знаний, в какие схемы вылезать для того, Ну, чтобы... конечно, надо, да. Поэтому я и обозначил здесь место, потому что для схем. Вот смотри, но, понимаешь, да, место для схем, но мы раскопаем или нет? Раскопаем это или нет? Потому что это могут быть культурные традиции просто. Понимаешь? Сейчас, посмотри. Вопрос в том, раскопаем мы или нет. Правильно? Мы можем раскопать, придумывать. А вот в этом же и состоит как бы фокус или проблема, да? Потому что любой из этих пластов, которые мы копаем, да, он ведь, опять же, культурная установка. Вот чего мы видим в этом, да, то и видим. А видим мы под влиянием и перцепции. Нас так научили это видеть. Мы же можем там увидеть, например, я не знаю, конфликт жидомасонского заговора какого-нибудь, да? Ходит там жид против славянина, и мы видим как бы такую. Да? Есть люди, которых научили видеть вот таким образом. И они это могут видеть. А почему мы видим это таким образом, а не так, как они? Чем это наше видение лучше? Тут происходит такая как бы, вот, неотрефлектированная, синтетическая
хрень. Да? Мы синтезируем что-то, обобщаем и переводим в те формы, которыми владеем. А какими мы владеем? Вот только увидела там глобальный капитализм. Откуда? Ее так учили. Ну и что я, марксист. Ну да, ее так учили. Чем марксизм лучше вот этого махрового национализма и антисемитизма? Чем марксизм лучше антисемитизма? Этичный. Ни хрена себе. А класс, уничтожение кулака как класса. Что тут этичного? Холокост не этично, а вот уничтожать кулака как класс, это этично, да? Как класс, а не В том-то и фокус. А можно вопрос? Да. А почему все-таки в каком смысле вы употребляете сейчас слово эпистемологически? Это оптики восприятия этих вот людей или это что? Да, это структура знания, которая стоит, на которой базируется Это технология их гуманитария. интерфейс. Это интерфейс. Можно, да, вот в терминах игры, да, наверное, это можно превратить в интерфейс. Ну и тогда что-то менять на интерфейсе. И мы даже пытались, я бы даже сказал, что такая работа велась. Ну, например, Князев и Козловский, да, с первоначальных сугубо технократических позиций сошли и начали туда вплетать какие-то более, не знаю, сложные, что ли, да? Ну, не сложные, но другие какие-то аспекты. То есть они так вырвались из заданной игровой позиции, роли даже. Да? То есть такие вещи происходили на игре. И проблематизация, она вскрыла все эти штуки. Мы можем, на самом деле, долго копаться. Если бы я был воспитателем или психологом, я бы копался с тем, как меняется игровая роль, например, там, Аси Дорофеевой в процессе там, каких-то вещей, да, в процессе переживания проблематизации. Менялось ли что-то у Ольги Оришевой? Если бы меня вот это вот интересовало, то, наверное, игра с записью, просматривая это все, можно было бы вытаскивать охренительные там, тонкие моменты из этого всего. Но мы, методологи, это элиминируем. Мы говорим, мы не будем разбираться. Женщина тоже человек. Поэтому, нахрен, гендерные аспекты. Демографические. Ёлки-палки. Я самый молодой на этой игре был. По-моему. Поэтому демография врет. Не будем с ней разбираться. Вот эти вот морально консерваторы там и так далее, да? Нет, с этим, кстати, можно было бы начинать разбираться, да? Это если бы мы признали рабочую схему, которую вводил Иван. Но мы ее не признали. Если бы мы признали рабочую схему на группе, если бы мы признали рабочую схему Черновского, мы бы тоже могли разбираться с какими-то подобными вещами. Но сюда мы положили, скажем, если это Андрей Мельников, да, сюда мы положили определенную схему, а вот сюда мы положили какую-то хрень, которую усмотрели или придумали. Придумали в смысле вот полагания такого, да, не очень оправданного, из схемы Татьяны Водолазской. То есть мы ее объявили типичным представителем второй конфликтной стороны. Да? На одной стороне у нас Андрей Мельников. Вы знаете, что такое Андрей Мельников, да? Это имя. Имя. А что такое имя? Имя – это такое понятие, у которого минимальный объем и максимальное содержание, которое как бы нам просто так не дано. Андрей Мельников – это вообще целый космос, это мир,
это вообще вот человек, который звучит гордо. Да? Поэтому хрен его знает, что там за этим именем кроется. Но зато мы точно знаем, что за этим кроется одна штука ровно. Нет, один человек. Один человек, вот, у которого есть имя. Да? Это имя собственное. При этом, если вы залезете в Facebook или там, в телефонную книгу, вы там еще найдете других Андреев Мельниковых, да? Но имя собственное это всегда означает одну штуку. Да? Вот Ольга Оришева – это Ольга Оришева, Иван Веденин – это Иван Веденин. При этом он чего-то лепит, этот самый Андрей Мельников. Лепит и отстаивает свою схему. У других все не совсем так. Они вроде вкидывают схему, потом сползают с позиции, да, юлят, ерзают, там, пытаются согласовать. И это Козловский так делал, я так делал, Калетеня так делал, Подолажский так делал и так далее. Да. Уловить, как там плавает содержание, да, когда у людей плавают роли и позиции, очень сложно. Но, тем не менее, надо, если мы стоим на этой позиции, нам надо туда чего-то вложить в качестве содержания. Тогда мы будем иметь содержательный конфликт или проблему. Проблему несовместимости двух знаний. Про одно и то же. И в этом задача, в таких раскопках задача рефлексии. А можно ли спуститься еще до следующего уровня? Я не знаю, скажем, уровень метода. Вот мне почему-то про метод как раз и кажется, что разница была ключевая в методах работы с миром. Как ты можешь разницу описать? Подробнее. Да. Чем отличался Андрей Мельников по действиям на игре? Он прошел ее вот как нож сквозь масло, он вот, все время пытался делать одно и то же. То есть он как бы не входил в рефлексию, не переосмысливал, что он должен делать. То есть он пришел там проектировать что-то, ему мешали как бы всю часть, и он там ждал, когда же он сможет там нарисовать свою схему там в 3D с лампочками, чтобы работало. И вот он дождался последнего такта, когда он смог ее, собственно, доделать. То есть, и вот... Я не видел никаких горящих лампочек. Он не смог подключить... На дронах у Глеба я видел горящие лампочки, а у Мельникова... Он хотел свою схему запрограммировать и через проект вывести, чтобы там это все так крутилось, еще и показывало, как это работает. Так, и что ты этим хочешь сказать? То есть он пришел и постоянно что-то делал. И, собственно, на себе он демонстрировал деятельность, Подожди, ты отвечал сейчас на вопрос Водолажской, почему ты считаешь... Нет, я спрашивала, он сказал, что разница была в методе. И я спросила, какие методы? Что это за методы, которые отличаются? Методы инженера, который пришел решать задачи, увидел задачу в программе и начал ее решать. И упорно ее решал. Это если про Андрея конкретно Мельникова. А если про что-то другое? А был же Козловский еще. То есть они действовали как группа. И как группа они были как такая, синергетическая наработка. То есть Андрей там что-то колбасит, а группа это как-то осмысливает и включает в себя наработки, в том числе такого персонажа, как Андрей, который как заведенный работал. Хорошо, группа это какой уровень из перечисленных, или мы не записали это? Не записали, потому что мне кажется, что нет, группа, которая как они назывались, инновации в технике, они работали как такая, коллективная единица. Коллектив, производственный, Да. рабочий коллектив.
И иногда он работал в одном режиме. Подожди. Вот давайте не торопясь значит, по какому принципу у нас в игре были сформулированы группы? Есть программа такого? Там было 3 кластера по 2 группы. Кластеры технологические. Социальные, антропологические, социальные, технологические. Ну вот, да. По какому принципу группы сформулированы? Эпистемологически. Можно было сформировать группы по гендерному принципу. Мальчики налево, девочки Ну, направо. нам мало, Следующий 2 группы мало. Слушай, Почему? Сейчас 5 полов Гораздо больше. существует, как бы, да. возможно. У нас были бы сложности самоопределения. А так обычно их нету. Хорошо, отбросим эти 2 уровня, да. Можно было сформировать группы по принципу прихильности, инновацию и врагов. В принципе, да, Ну, можно. мы Очень говорим, прихильные, что эти оппозиции скорее прихильные. внутри Музыкальное группы образие, проявятся. терпимость. Отлично. Значит, мы формировали группы вот по этому принципу, правильно? Да, по эпистемологическому, конечно. Отлично. Итак, группа технарей. Они там самоопределились. Кто был игротехником в группе технарей? Ася. Они так или иначе самоопределялись как технари, кроме одного, которого выбросило оттуда, да? Ивана Сухи. А кто еще? Ну, Леонид еще писатель, Грустович? сатирик. Он остался. Ну, остался. Да? Ивана выкинула. Значит, остальные приняли эту эпистемическую роль. Да. Они заявили себя технарями и начали работать. Что произошло к моменту проблематизации? Подождите, минуточку. Как бы, группа заявлена как инновации в технологической сфере. Ну, когда они там запустили групповой процесс, то, собственно, они самоопределились каждый как кто-то. Ну, там, кто-то бизнесмен, кто-то, не знаю, там, инженер и так далее. На стадии этой целеполагания они как группа уже ставили цель, единую групповую. И на группе в том числе там звучали такие номинации, как технократы. Звучали. И что? Так, а почему это, можем ли мы сейчас по умолчанию переписать им какую-то, заранее запрограммированную эпистему? Ну, конечно, можем. Она забита в оргпроекте. Она уже была нами заложена. Так они не могли Могли, Могли, но они этого не сделали. Те, кто не согласен был, выскочил из группы. Иван же хотел IT-страну сделать. Для него техники, технари, айтишники – это всего лишь пересадочный материал. И его эти технические херотень всякая мало интересовала. Он как крымских татар. Переселили там в Казахстан. Так вот и Иван Сухий собирался. Мы сейчас с методом разбираемся. Ну, в игру заложили формирование групп по эпистемологическому принципу, по типам знания, которые разделяют люди. Они говорят, что там метод был. Вот я поэтому и разбираюсь. Дальше. Иван рассказывает про некого персонажа по имени Мельников, который самоопределился как технарь, родил изобретение как технарь и пытался его внедрить, вплоть до лампочек. Последовательно, упорно, последовательно стоял на своей позиции. А что с остальными происходило? Конечно. По-разному, в зависимости от этапа. Позиции начали сползать. Проблематизация, К проблематизации они развалились. Вот этот развал, как происходил? В чем развал? Ольга сказала одну фразу, когда вышла сюда, да, что из двух альтернатив, их всегда, при наличии альтернативы, человечество склонно выбирать
худшую. При прочих равных условиях. У нас условия не были равны. Они не были равными, потому что пошла проблематизация, потому что был конфликт. Кого с кем мы так и не разобрались, но конфликт был. И мы пытались разбирать конфликт на эпистемическом уровне или на уровне метода, как Иван начал. Мы пока не разобрались, на каком уровне разворачивается конфликт. И я почему говорю, что вот все вот эти вот 5 предшествующих конфликтов, которые могли быть, их можно было фиксировать, являются непродуктивными. Это ложные проблемы, которыми занимаются люди, которым не хрен делать. Которые только вредят развитию человечества, внедрению инноваций, развитию инноваций и так далее, и так далее. Но их очень много. Людей? Вот в чем проблема. Людей, которым не хрен делать, и они как бы кинуть яйца находят и лежат. При этом еще навязывают. Да? Приедут к нам с грантовым портфелем. Говорят, а давайте мы исследуем у вас все эти гендерные хрени. Как бы, да. Люди на это покупаются и начинают этим заниматься. Ну и так далее, и так далее. Так вот, мы дошли до проблематизации. И чтобы разбираться с проблематизацией, нам надо понимать суть дела. А суть дела лежит на том уровне, до которого мы максимально можем добраться. Мы же еще можем там выделить целую... Вот когда мы забыли 1,5, да, уровень. Это уровень, по которому идут всякого рода модераторы, тренеры, фасилитаторы и так далее, да, которые западают на групповую работу. Ах, группа там и так далее. И в игре тоже было куча всякого такого барахла. Ах, мы группа, вот давайте будем как группа коллективно свиньей ходить. Технари пытались ходить свиньей. Пока соображалка не включилась. Как только включилась соображалка, она включилась в ситуацию проблематизации. А ситуация проблематизации искусственно создана. Искусственно, намеренно создана на игре. У человечества этого почти нет. Поэтому человечество при прочих равных условиях принимает самые простые штуки, да, из альтернативы. При наличии выбора другой альтернативы нет. Чем проще решение, тем как бы оно привлекательно. В нашей ситуации все не так. Мы создали искусственную ситуацию игры. В искусственной ситуации игры искусственно запустили проблематизацию. Проблематизация пошла, и свинья, которые ходили в первый день, во второй день технари, стала распадаться. Как? При всем при том, что Мельников как был... Во главе свиньи. Нет, сначала он не был во главе. Сначала во главу свиньи стали другие. Как бы, Потихоньку давайте бойца выпустим, да? Потихоньку Мельников стал лидером этой свиньи. А проблема в чем? Конфликт в чем? Нет, это группа технарей, вот, если в этой схеме, она на свой операционный стол положила всех. То есть там, философов, там, экономистов, то есть, и начала своими методами технологическими, ну, собственно, строить из них схемки. Тогда получается, это скорее этический конфликт. Ну как, они разогнали мир, до масштаба, свой мир, по своей онтологии, до масштаба всего мира. И тут, получается, гуманитарии начинают вопить, почему вы нас не спросили, что вы с нами делаете. Чисто этика. Иван, ну ты же начал с другого. Что он действовал как инженер вообще. Иван вообще до конфликта не дошел. Он что-то начал рассказывать. Он стал рассказывать там про метод, да, и стал рассказывать про Мельника, как он действовал на игре, там пришел с какой же. И вот я закончил. То есть он, используя свой метод, ему в принципе все равно, что инженерными средствами обрабатывать. Понятно.
И он Все остальное оказывается в статусе материала. Ваня, ну это не натяжка, это не метод. Понимаешь, танк прет по прямой даже с этим самым, и это не метод, он просто прет. Да, и это вот это... А почему не метод? Что тут? Подожди, а у кого ты метод ищешь? У Мельникова, которого здесь нет, или у Ивана? Подожди, давай вернемся по шагам. Да? Мы остановились на эпистемическом вот этом конфликте, да, конфликте эпистемы. Технарей гуманитарий. Ваня говорит о том, что это даже хуже, это методологический конфликт. Да, и рисует вот эту схему. Ну, ничего, пока ничего свидетельствовавшего о том, что это методологический конфликт, я не услышал. Скорее это говорит о том, что это этический конфликт. И это было подтверждено тем, что сказали люди бывшие либералы. Если не методологический, то это этический. То есть Ваня ищет на этом уровне проблему, а ты говоришь, что она лежит... Она, скорее всего, там, да. Подожди, но там для этического конфликта у нас была схема другого Ивана. Она была схема из растяжки инноваторов и консерваторов. Мельников точно не консерватор. Ну, Подожди, Коля бы как делает вывод на основании того материала, который был выложен в рефлексии во все эти дни, которые были. В том числе обсуждалась вот эта вот вещь, связанная с тем, что они, или там Мельников предложил схему, а Оришева выбежала возражать в свете того, что меня на этой схеме нету, где здесь Оришева сейчас не так важна в этом месте, даже несмотря на то, что она докладчик. Важно, что раскололась группа технарей. И технари не пошли за Мельником. Ну, дальше. Почему? В чем позиция Мельникова застояла? Ну вот Иван ее изложил, как умел. Мельников в какой-то момент на уровне целеполагания понял, что ему надо построить такую схему, которая включит в себя все присутствующее на игре многообразие. Да? Ну, человеческое, деятельностное, подходное и так далее, и так далее. И он нарисовал объемлющую схему. Да? Нарисовал ее как схему принципиальную, очень грубую. Да? Он говорит, ну, ребята, красивая же схема получилась. Да, согласен. Вот теперь ее надо украсить лампочками. Довести до конца. Да? Не просто довести. Когда она будет доведена до полной красоты, все поймут, что это хорошая схема, и все будут по ней работать. То есть, вот Иван говорит, это инженерный метод, инженерный подход. Окей, хорошо. Почему остальные технари не пошли по этому пути? Потому что они не такие уж технари были. Дали слабину. Ну, в смысле, бизнес... Ну, конкретно Козловский, допустим, мы же про него знаем. Он криптоанархист, что-то такое. Да ладно, мы ему просто делегировали выступление, ни в коем случае никакого раскола не было. То есть... Подождите, физически был раскол. Возникло две группы. Одна пошла доделывать с Мельниковым. К ней, кстати, присоединились и там разные гуманитарии. Да? Они пошли с Мельниковым дорисовывать схему до ума. Это, наверное, было просто усложнение, но это не был раскол. Ни в коем случае не был конфликт внутри. Ну просто появились два направления. Вот интересно. Два человека хотело, ограниченное время. Два человека хотело высказаться. Но ни в коем случае не конфликт. Вам хочется, чтобы это был конфликт, но это... Теперь возвращаемся сюда. От того, что, скажем, мы рассматриваем... Нет, если вам так удобно, пожалуйста. Не просто удобно, а нужно. Нам это необходимо. Значит, если группа в игре разделилась на две части после проблематизации и стали делать разное, хотите вы признавать это конфликтом, не хотите, назовите это каким-то другим словом. Мы называем это словом конфликт. Да? Вот. Но на
Понимаете, как бы, и нельзя забывать ни про одну из составляющих, ни про один из пластов. Если бы все девочки пошли налево, там, за Мельниковым, например, а все мальчики пошли за Козловским, мы бы сказали, имеет место некая гендерная хрень, как бы, в этом конфликте. Хотим мы ее анализировать, не хотим, как бы, но мы не можем отбрасывать это как факт. Факт разделения группы на две проектные части был. Более того, разделение группы привело к разделению всей остальной игры. Другие группы развалились и потащили за одной из ваших подгрупп. Поэтому отрицать этого нельзя. Это был факт. Как его понимать, интерпретировать, это уже другое дело. Да? Называйте не конфликтом, а как-то иначе. Но нельзя отрицать. Я бы сказал, что, ну, как бы, вот если ты спрашиваешь, почему другая часть группы там не пошла за этой схемой, потому что как бы, они стали рисовать другие схемы. Почему они Да. Они стали рисовать другие схемы. И мне очень важно не сдвинуться с эпистемического уровня до того, как мы здесь не положим разные схемы, да, мы будем фантазировать. То есть на проблематизации Козловский ухватился за твою ту самую схему разделения философии техники, философской и технической интенции. Ну, предположим. Предположим, потому что она была введена в режиме методологической консультации. Режим методологической консультации всегда как-то вплетается в общее как бы, интеллектуальное поле игры, и как бы, ею можно было воспользоваться. Предположим. Но это никак не объясняет динамику, позиционную динамику в группе инноваций технических. Иван предложил, опять же, нельзя пропускать слова и высказывания. Иван предложил одну версию. Он сказал, что Козловский не технарь, а предприниматель в области. Да? И в этом смысле предпринимательская позиция и техническая позиция разошлись. Поэтому предприниматель Козловский, ну пока я пользуюсь за неимением лучшего вот этим словом, да? Предприниматель Козловский лучше понимает гуманитариев, чем откровенный технарь Мельников, и поэтому пытается ассимилировать, присвоить некие гуманитарные задвиги, возникшие на игре, да, в какую-то схему еще не построенную, которую надо как бы делать. Оставляя понятную дорожку Мельникову, иди и доделывай, как бы, да? Можно так проинтерпретировать? Можно. Так, подождите, а вторая подгруппа что там? Кто там? Марковский. Там Марковский. Все. Нет, это в первый Марковский. Какая Там, где... Ася, у тебя может... Ты хочешь дополнить что-то, так вздыхаешь? Ну ладно, по поводу Козловского это может как бы так сыграть. Потому что там на самом деле как предприниматели, занимающиеся внедрением инноваций, кроме Козловского, определялась почти вся остальная группа также. Но разделение произошло по-другому, по какому-то принципу, чем по предпринимателям и предпринимателям. Почему нет? Скорее всего, и так и произошло. Ну, вот вы же, например, и Сергей пошли в группу к Андрею, правильно? Ну, мне он был интересен, просто Нет, потому да, что мне он есть... конкретно был интересен. Просто вот как, я бы сказал, с точки зрения предпринимателя. Но теперь, смотри, Ася, какая фигня. Процессы во всех этих пластах происходят, да, так или иначе. Да, я готов с уверенностью говорить, что во всех. Не буду там примеры приводить, хотя можно. Вот они сквозные. Проблематизация – это сквозная штука. Она пронизывает все вот эти вот аспекты, и названные, и неназванные пласты. Да? Но одна из главных фундаментальных проблем миродеятельности состоит в том, что во всех вот этих вот пластах они задействованы, в них происходят свои процессы, и все они происходят с разной скоростью. Поэтому, если, например, происходит процесс проблематизации в группе,
он прокатывается, и не только в группе, в игре, он прокатывается по всем этим пластам, да, задевая и девочковые, и мальчиковые какие-то аспекты сознания, и возрастные, и вот эти установочные, этические, эпистемические, и методологические. Да, все. Но во всех уровнях скорость разная. Да, и в одной и той же ситуации, в одной и той же группе. Одни люди могут быстрее схватывать какие-то штуки, да, элиминируя другие, двигаться по одному из пластов быстрее. Другие этого не делают, другие отстают по каким-то из направлений. Поэтому такая вот гетерохрония этого процесса тоже должна быть учтена в рефлексии. Мне кажется, еще одно важное фактура на фактическом материале. Вот когда мы уже после игры тут встретились на конвенте, там, и Козловский там подвыпил, то он рассказывал историю, как эти группы А, Б образовались. Я не знаю, вы были тогда в помещении? Нет. Он говорит, поговорил с Асей и Мишей, погуляли после ужина и решили, надо работать вместе. Сделаем свою группу. Говорит, организовали группу, и тут все начали набегать к ним. И хотели взять, кого вы хотели взять? Ну да, хотели взять Князева, Егорова позвать в качестве этого игротехника. Ну, короче, они придумали, кого они хотят брать, а всех остальных втянуло уже, ну, так, походу. То есть, вот, и что это значит? Ну, коммунал. Ну, был какой-то процесс формирования группы. Вот, если я правильно понял, кристаллизация началась Ася, Козловский и Миша. Хорошо, что это значит? Ну, вот тогда надо вскрывать, как этот процесс шел. Ну, давай вскрывать. Если брать, можно я, возвратившись к тому, что происходило до вот этого всего? То есть была по твоей установке, игры, после консультации была на следующий день мы использовали вот эту схему, и ровненько 2 человека, которые вообще пытались работать с верхней стрелочкой, они, собственно, и выпали в другую группу. Ну, то есть... Нет, ребята, они взяли... Это здорово, что у вас актуализируется процесс воспоминания, памяти, возвращения. Что вы этим говорите? Только по поводу попытки работать вот в этом направлении происходил конфликт в группе, на самом деле. Потому что... Подожди, ты готова это утверждать? Только по этой причине. Я могу проще сказать. Этот падла Кацук, который не поехал на игру. До игры игротехников впендюривал Юрий Евдей. Было такое? Не я один, я свидетель. Ну и что? Это послужило тому, что группа технарей, сбитая, хорошая, ходячая свинья, раскололась благодаря попустительству игротехника, получившего дурацкую установку про Юрия Евдея. И только по этой причине все и произошло. Ты понимаешь, насколько глупое слово «только» в данном случае, когда мы имеем... Хорошо, не только, но это было это была, скажем так, возврат к попытке работать с этой схемой от попытки продолжать колбасить где вот была девочки, было 2 интенции, были поле, между ними хаос. Не судите пока. Ты знаешь, что я идеалист? Да. Идеалист — это тот человек, который думает, что все в мире происходит из-за столкновения и конфликта идей, то есть схем, ну иногда понятий. Да? Вот я такой, я так думаю. А вы мне что с Иваном рассказываете? Про какие-то, жидомасонские заговоры. Потому что Козловский поговорил с Асей, прижимал Мишу, они говорили больше. Это, Я вам сейчас говорю про то, что схема, которая была введена вами на консультации, которая была потом введена нарисована, в группе игротехники, да?
Она послужила основанием в значительной степени, помимо прочего всего коммунального и так далее, для раскола группы, потому что часть группы хотела продолжать работать в нижнем ракурсе, не перейти, ну, в смысле, вот, по нижней ветке, вот, у нас есть задача, мы должны ее продолжать. А 2 человека выходили и говорили, а что у нас вот здесь, и дальше начались вопросы, откуда берется лампочка, кто зажигает лампочку, откуда это все взялось, и там именно родился вообще на самом деле идея раскола. Отлично. Вот это уже греет мою идеалистическую душу чуть-чуть, да? Но теперь мне нужен смысл этого разделения. То, что это происходило на уровне конкретных людей, на коммунальном уровне, благодаря действию схемы. Да? Схема активна, люди болтаются как говно в проруби, блин, сбиваются в кучки те или иные, как бы, да? В зависимости от того, как на них садится схема. Это ты мне рассказала. Теперь мне расскажи, что это было по смыслу. Вот Кацук говорит, коммунальное... он говорит, жидомасонский заговор. Коммунальные отношения. Вы втроем поговорили, Ольга вам понравилась, вы решили вовлечь ее и кого-то еще. Причем поговорили? Поговорили, это было вообще после. Отлично. Тогда смысл давай. В чем смысл вашего объединения? Ась, ну как бы, если группа собиралась работать по определенной схеме, да, то это значит, что в эту группу должны были быть там, набраны, приглашены, то есть она должна была создаваться под эту схему. Подождите, я говорю про предыдущий период, вообще про то, понимаю. как группа уже не могла работать как одна группа, Это потому что она А какой был принцип формирования новой группы? То есть с какой целью вы сбились в группу и что вы хотели этой кучкой делать? Почему развалилась, допустим, мы тебе поверили? Потому что по схеме. Допустим. Ну и дальше... Давайте так. Если это коммунальная штука, то нефиг сидеть и разбирать. Поехали дальше. Найдем что-нибудь действительно содержательное. Если ты утверждаешь, что вот эта введенная на методологической консультации схема Мацкевича повлияла каким-то другим образом на раскол этой самой технологической группы, не коммунальной, да, а содержательной, то тут действительно надо разбираться. Что вы хотели сделать с этой схемой? Там с Мельниковым, насколько я понимаю, все понятно, да? Прям дальше. А вы что хотели делать? То есть вот с Мельниковым далеко не все понятно. Почему я остановил Ольгу, как в ее рефлексии, да? Потому что мы могли уйти от Мельникова вообще в сторону, в разборке хрен знает чего. Вот сейчас мы опять пришли к хрен знает чему, и если мы от этого не оттолкнемся, не найдем в этом какой-то смысл, да, то в общем это и будет выглядеть как коммунальная хрень. Ну, причем коммунальная в каком смысле? Например, Козловский соображает быстрее, чем Мельников. А? Вот, блин, это самое. Но это не совсем так. Или вообще не имеет значения, кто кому быстрее соображает. Да, люди двигаются с разной скоростью. Но вы поговорили и предприняли какое-то действие. В чем смысл этого действия? Мне кажется, в нашей тройке появилась методологическая, там, эпистемологическая навстреча. Красиво. Но я думаю, что тот вот как бы смысл того, что у вас происходило, на самом деле, если его зафиксировать и восстановить, вообще-то политическое действие. Вы сколотили отдельную фракцию, отдельную партию для того, чтобы всем колхозам, группой, партией, фракцией осуществить некое социокультурное действие в масштабах игры. Это политика. Ее у нас нет здесь, в пластах, но где-то вот здесь, на уровне 4,5, ее можем поместить. В принципе, у подкрепления у Зветова 4.5, там же был, коли Козловский выходил, и он представлял там, свою группу как типа план Б. Ну, типа такая апелляция, которая там оппозиции. Всякая политика начинается с декларации программных заявлений. И обратите внимание, да, что у Мельникова программа есть. Она воплощена в онтологической схеме. Схема всем понятна. Да? Там вообще ясная, понятная работа предстоит.
Да? Ясная, понятная цель за этим, за всем стоит и так далее. У Козловского и вот в этой всей партии сложившейся ни хрена такого нет. У них еще ни схемы нет толком, ни ясности. Да? Но они декларируют некий план «Б», отличный от плана «А». Да? Баба Яга против. Вот что они делают. И все политические оппозиционеры поступают таким образом. Вся суть политики в этом. Нам не нравится план А, поэтому мы создаем оппозицию, и оппозиция декларирует план Б. И под этот план Б, который еще вообще непонятен, да, не оформлен ни во что, собирается некая группа коммунальная, социальная, да, то есть начинает собирать ресурс активности под этот план Б. План Б декларативен, идеологичен и оппозиционен. Собственно, ну вот, то, что вот я присоединился к группе Аси и Козловского, потому что вот, лично я понял, что на игре Сергей Козловский именно тот, кто стал в позицию. И когда человек стоит в позиции, с ним можно на самом деле разговаривать. И наша группа вот на проектировании, там как бы и получилось Татьяна Водолазская в одной позиции, и Сергей Козловский ну, в какой-то противоположной позиции, но там появилась какая-то интенция попытки разговора. На философские, например, темы. Ну, мне кажется, через философию могло возникнуть, ну, какая-то возникнуть навстречность и продвижение какого-то совместного понимания. Ну, возможно. Мотивация вхождения в оппозиционную партию, она может браться отсюда, 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 собственно, политической быть, и может быть подкреплена схемами и методами. Может, хотя и не обязательно. Отлично. Дальше, на чем мы остановились в рефлексии, Ольга? Я не помню. Потому что Оля стала вспоминать, что было на... Мне на самом деле очень интересно было разобраться с проектированием. Так, почекайте, так, а з методом там сенсу туди нема сенсу вертатися. Ну, тому що Іван сказав, що ось опозиція методу, і він почав казати про Мельникова, але якби про другой бок, в общем, опозиція так і не була сказана. Почему? По-моему, это вот Кацук не дал возможности обратить на это внимание, но вот это вот то, что я обвожу, схемку, которую нарисовал Иван, да, она указывает как раз на методологическую подоплеку того, что происходило. Так чем разница методов? А вот это нельзя понять, не вернувшись на эпистемический уровень, на объектно-онтологическую доску. Что на объектно-онтологической доске лежит у группы А и у группы Б. Пока мы это не нарисуем, мы будем постоянно возвращаться на все эти самые штуки и рассказывать друг другу, какой хороший Козловский, плохой Мельников или наоборот, там и так далее. Поэтому, вот, Ольга, на чем мы остановились? Мы остановились вот на этом. Что, как бы мы ни называли, как бы мы не обобщали, исходный, очевидный, органолептически зафиксированный конфликт, да, и расхождение. В каких бы понятиях, категориях мы это не схватывали, мы ничего не поймем, если не заполним табло сознания одной позиции и другой. Ой, а можно вдогонку просто возникла по поводу методологического, мне просто в голову гипотетически сюда можно натянуть новотетический и идеографический. Да, потому что, да, новотетический это субъект-объект, да, то есть есть активный субъект, все остальное это сырье.
и поиск регулярности, и там нету человеческого измерения, а идеографически это понимание человеческого измерения, штучности и так далее. Вот видишь, у тебя есть формы схватывания этого, да? Но теперь скажи, номотетический и идеографический, как это нарисовать? Как это зафиксировать? Для номотетического. Но это чему-то соответствовало в игре. То есть меня Да, что беспокоит? это соответствовало, в общем-то. Когда, Да, вот, соответственно. чего, я тогда выскочила на Андрея не только потому, что типа меня здесь нет, а потому что в схеме в схеме не было вообще человеческого измерения. То есть там, да, там не было воли, там не было субъекта, там не было там позиций никаких. То есть это да. Включение и выключение. Да. И вот теперь смотрите, у Ольги вот такое описание как бы, да, содержания на этой доске. То есть это мир, где как бы нет другого, а второй, извините, все, ладно, я сказала. Да. При этом у меня редуцированная доска была, Иван добавил оргдеятельностную доску к этим, да, вещам. Я трактовал этот конфликт как кибернетическую схему в ее устаревшем варианте, кибернетику, в целенаправленных систем, да? И хотя бы кибернетику целеустремленных систем. Хотя она уже перестает быть кибернетикой, как бы, да. Но я там схему могу нарисовать. Или мы можем номотетически, как бы, этот самый, да, онтологию оформить в виде схемы воспроизводства деятельности и трансляции культуры. Собственно, где нет человека, но которая описывает деятельность. Деятельность бессубъектную деятельность. Да? И вот это вот человеческое начало. Причем субъектные, субъект-субъектные, субъект-объектные схемы не годятся. Почему не годятся? Потому что исчерпанность субъект-объектной схемы, которую развивали, начиная с Канта и до Шопенгауэра, да? Субъект-субъектное – это всего лишь фронта, оппозиция субъект-объектная. Схемы там нету. Владимир Владимирович, но эти две группы, они уже так и были. Есть Да. схема и есть фронта. Да, да. Без ясной... Ну почему я про эту самую заговор Козловского с Дорофеевой, как бы, да, я обозначаю на политическом, как бы, в политическом плане. Это фронт, это заговор. Без ясного метода, схемы или еще чего-то. Подождите, ну а если это был политический процесс, то может ли быть вот эта схема политики как бы не выложенная на доску, но присутствующая у тех, кто... Нет. Там номотетический принцип работает. Там Как бы, люди так, даже на неотрефлектированном уровне. Так, подождите, как бы, вот по-моему, на проблематизации доклад от группы инноваций в образовании выглядел следующим образом. Это было предложение для этих инноваторов, как бы, поработать над задачами. Ну, было такое, что... Сам этот код, он же из какой-то картины мира совершается, из какой-то схемы, правильно? Подожди, они развивали свою этическую версию. Этика, не знаю, практическую, да? Развивали эту штуку, чтобы включить разные уровни, которые у них в этих пирамидках были, консерваторов и инноваторов, да, и прогрессоров, точнее не инноваторов, а прогрессоров. Да? Я же про группу инноваций в общественной сфере. Это Татьяна. За образование. Не, я тогда ошибся. Про инновации в общественной. А что там в общественной? Это когда я вышла и сказала, помогите нам, помоги мне. Да. Хорошо. И Ира то же самое действие пыталась сделать. Нет, схемы там не было. Там было действие. В смысле, оно было единственное, что как бы можно сказать, что у действующего была схема, некого иного, да, к которому ты обращаешься, коммуникативного акта. И вот теперь в этом месте у меня вопрос к Ольге. Можно, да. Ольга, а вот проектирование, которое тебя интересовало, да? В какой из конфликтующих уже групп возможно?
ну или искомый, какой из этих групп, или кто из игры, расколовшейся на реализацию плана А и плана Б, в какой из этих игр возможно проектирование. Чисто умозрительно в группе А. То есть, можно конкретизировать в группе А? Нет, ну нет, вопрос же не об этом, а вопрос, что значит, я не понимаю вопроса, наверное, что значит возможно? Ну хорошо, тогда я попробую поставить себя в качестве объекта, да, рефлексивного отношения. Вот я в момент проблематизации, еще до того, как группы, ну или там, да, группы рассыпались и возникли реализаторы плана А и плана Б, я сказал, что по плану А будет сделан ФДП, и ничего другого там сделано быть не может. Пожалуйста, номинируйте план А еще раз. Это Мельников. Это готовая схема. Кибернетическая блок-схема, которую вот канцелярной надо довести до сверкающей... Надо напоминать план А, план Б, чтобы я различал, о чем я понимаю. Запиши. На игры надо ездить, не сочковать. В группе Б была попытка проектирования. Вот смотри. Нет. Что? В группе Б? Не было. Планы Б? Ну, было попытки поиска... Вот. Там еще разговор только начинался. Ну, то есть, там да. проектирование еще пилить. Попытка приблизиться. Как бы, да. Да. Ну, видите ли, вот, например, Раханский полагает, что на предпроектных стадиях решается все. Как только оно решается, дальше дело техники. Ну, смотря тогда, что вы имеете в виду под проектированием. Ну, вот Я именно да. это имею в виду. Проектирование в методологическом смысле. Ну, тогда там была предпроектная стадия. Я поддерживаю. Архитекторы это тоже знают, и градостроители. Да. Все, вы сформировали банду. Как только мы Давайте прошли проголосуем. стадию технического задания, дальше действует исключительно норма профессиональная, Все, педантизм, норма работы. Это для школьников или для архитекторов третьего курса, там работа начинается. А проектирование, реальное проектирование, которое нам нужно, оно в группе Б, среди реализаторов плана Б. Могло быть. Могло быть, могло не быть. Но мы до этого еще не дошли. Да. Но разбираться с этим, вот на этой форме разговора и схематизации нельзя. Для того, чтобы с этим разбираться, нам нужна схема проектирования, разбитая на этапы и стадии. Вот. И то, что, Ольга, происходило в группе, вот накануне всего вот этого вот происходящего на игре, мы по-своему что-то пытались понять, что будет, да? И вот теперь, как бы возвращаясь к рефлексии, к воспоминанию, скажем, к той части рефлексии, которая состоит в воспоминании, мы можем понять, насколько мы были прозорливы, правы, эффективны в группе по отношению к будущим глобальным переменам на игре. А это характеризует, ну, как наш подход. Насколько мы в философско-методологической группе вообще способны следить за происходящим и объяснять себе и другим. Ну, у нас не было предвосхищения того, что произойдет на проектировании. О чем или о чем вы? Ну, наверное.
если вы определились. Я обо всем. Вы очень тонко, очень красиво обосновали необходимость некого действия, да? То, что про импринтинг говорилось. Да? Но в будущее мы не заглядывали. Я не совсем понимаю. А про импринтинг что? Что нужно прокатить мяч. Говорят на иностранном языке. Напомнить вам или нет? Да, напомнить. Просто я об этом пыталась говорить, но меня остановили, потому что... Ну так да, хорошо. Потому что уже Хорошо, я просто, у меня тут немножко критерий, что важно, что не важно. Поскольку мы искали вот это третье, что может как-то снять противостояние, вот, и стали разбираться с Димой, как он там работает в реальной экономике, самоопределился как гуманитарий. Вот, и он, как философ вообще говоря. Вот, и он рассказал такую историю, что это было не всегда, что у него был определенный кризис. Да? Вот, Это было не смешно. Да, это было не смешно. Вот, и, грубо говоря, то есть, да, когда символический мир рухнул, то есть он не мог жить в этой строительной хевре, где там пилят деньги, и все это неэстетично, недостойно, нереспектабельно, и некрасиво. Вот. Первое, что он увидел, это была книжка Поппера. Вот. И она сильно повлияла, изменила его, и благодаря этому он самоопределился в эту сторону. А Мацкевич стал продвигать линию импринтинга, проинтерпретировал этот опыт, что когда там действительно человек старый мир потерял, а новый еще не обрел. Первое, что он увидит, на него оказывает очень сильное впечатление. Там как утка на утят, там как вот эта белая попа оленихи, за которой произвести впечатление вообще. Да, и вот, почему мяч? Потому что, там, говорит, что если, фенька это, что если вместо утки там утятам подсунуть мяч, вот, они потом маму не признают, будут за мячом бегать такой. Вот, это было красивое такое обоснование, что нужно некое действие, нужно мяч подходить. Что вот сейчас на проблематизации там психика расшатана. Что у нас было учем в этом месте? Вы или... Я правильно понимаю, что вы говорили уже, ты был в этой группе, да? Да. То есть вы говорили уже не о проекте, о предпроектной подготовке, а просто о каком-то действии, которое должно произвести какой-то фурор, или что-то еще. Что-то сделать. Это стадия проблематизации. Я понимаю. Да. То есть до проектирования. До проектирования. До проектирования. На проектировании уже все рассыпалась группа. Более того, мы до этого еще, и Ольга это подробно рассказывала в прошлый четверг, мы до этого пытались понять свою группу, философско-филологическую, как отстойную, как неспособную к проектированию будущего, но способную объяснять, понимать, объяснять. Какую-то себя пользу. Да, какую-то пользу мы себе придумали. Поэтому мы не нацеливались на проектирование как таковое, мы нацеливались на то, чтобы рационализировать ситуацию в игре. Кинуть утятам мяч, это, конечно, цивилизация. Пару разумных тезисов, а не мяч. Между прочим, эксперимент с мячом у уток. Я верю, не надо сейчас рассказывать. Инкубаторских. А они все Я равно не понимаю, понимают. что был такой. Мне кажется, на проектировании продолжилась проблематизация просто. Да ладно. Там даже проектированием не пахло. Вы мяч бросили или нет? Да. Владимир Владимирович, он прокатил мяч. Что за мяч? Вот. Да. Но Вы не заметили? Что это было? Вы не заметили? Он выбежал и на проблематизации вкинул, сказал, работать надо по двум схемам. Первая Мельникова и вторая Татьяна, которую он не смог найти. Ты же сам это создал ситуацию, получается, раскол. Да нет, это уже после раскола. После раскола? В смысле, не Ну раскола. как, одновременно. Одновременно, да.
Ну, забил слушайте, гвоздь как бы последним номером на... но никто не крючке. пошел работать с двумя схемами. Никто не Чего? пошел. Почему? Они попытались, группа образования, попыталась взять ну. схему и попыталась поработать, ну, эту Мельникова. У них ничего не вышло, и они как бы стали думать, что нам теперь делать. Ну, не совсем, вот сразу не хотели работать. Делают вообще. Не, ну, слушайте, вот подождите, это как бы, мы сейчас с чем разбираемся? С этим мячом, да? Вот, мне кажется, мяч, ну и прокатился. Утики оказались не инкубаторские. Мяч не видит, смотри. Ну, все, что было вот, Ну, ну, я как бы бы- сущностно, установка на работу с двумя схемами. Я бы не сказал, что это мяч. Ну, Ну, ладно, да. Нет, это очевидно было управляющее действие, Да. причем как бы, ну, в итоге не очень как это, эффективного Да. плана. То есть это задало как бы интенцию, но в итоге как бы, Работаете уже как-нибудь, да, например. Ну да, работа да. осуществлялась не очень-то как бы в этих схемах. Мне кажется, что... То есть часть людей была заряжена на это, как бы для части людей, причем достаточно самоопределенных, типа Мельникова и Козловского, плевать не хотели на эту установку, поэтому тянули как бы в свою сторону. Поэтому если вы что-то там прокатили реально, то это было что-то другое. Ну, для меня это... Можно я добавлю? Для меня вот этот вот, ну, последний выход Мацкевича, был же, вот есть две схемы, да, постарайтесь поженить. Оно изначально звучало как нереалистично, да? Но это был как бы, ну, такой как-то очень яркий призыв, ну, к какому-то поиску точек соприкосновения. Вот я это так прочитала. Это было. Призыв Что, да, был. быть реалистами требуете невозможного, да? Ольга, тут же вопрос не в том, был ли призыв, потому что призыв был, а был ли, ну, как бы, импринтинг, да, случился. Содержательное. Ну, да. Но мало в группе эффективно, Б, да, ну, там было взаимодействие на каком-то этапе. Ну, То единственное, есть что предпроектное. Разве нет, Татьяна? можно еще раз засчитать это просто как бы продолжение, ну, как вот, это во многих докладах прошло там, рефреном на проблематизации, и еще раз повторено было Мацкевичем, это установка на совмещение там, несовместимого, на кооперацию, там, понимание как бы, и так далее, на встречность и прочее. То есть это, в принципе, переход Так, к задаче проектирования интерфейса, правильно? Да нет, а когда это было? Да только на проектировании, может быть. Козловский на проблематизации Ну, вышел с это ж С человеком с Одновременно все разговаривают. Послушайте, давайте по очереди. Козловский вышел. с человеком с нимбом. Да, и там, и там возможные отношения между человеками. Там были это либо баксы, либо конфликт. Не, он Нет, сказал, он, у него был такой тезис, вот, мне нужно об кого-то потереться, вот как бы Ну да, из таких ну, призывов я отнес к этому. Он вышел с этой схемой философии и техники, Да. насколько я помню. Да, Да. многие справки. Как бы, и сказал, собственно, там, зарисовка такая, как бы, там, техническая как бы, интенция, как бы, и как бы, философская интенция, как бы, и здесь доска. И он как бы говорит, как бы, что как бы, мне нужна как бы, эта доска. Как бы, а как бы, доски, вот, как бы, просто двигаясь по этой линии, как бы, нам не достичь. Соответственно, как бы, нужен другой как бы, в этом деле. Как его поймать, как бы, хрен его знает. Но вот это вот был его проблематизирующий доклад, насколько я помню. Вы то же самое, как бы, ну, Мацкевич тогда, как бы, то же самое делает. То есть берет разное содержание там, Мельникова доклада и как бы Водолажский говорит, ну давайте как бы пожените это дело. Даже установка на как бы, совмещение дается. Еще у кого-то, по-моему, то же самое проскакивало. После осознанного конфликта ну, технарей, гуманитариев и позиционного разделения на игре все стали стремиться к унификации. Только по-разному это происходило. Мельников, например, принял эту установку на включение как бы, в свою схему. Кто-то принял установку на встречность, взаимодействие с иным и так далее. Ну и вот теперь как бы надо тогда к схеме возвращаться. К схеме Мельникова возвращаться и так далее. Ольга, а еще вот этот самый момент с импринтингом, да? Честно говоря, я не совсем так вот понимал про импринтинг в том обсуждении, да? Потому что мечом
мне казалась схема Мельникова. И я как раз этого боялся. Поэтому я, когда вот пытался действовать, да, не с тем, чтобы самому мяч кинуть там, да, вот, или импринтинг вызвать, я боялся, что уже импринтинг может произойти, и ничего, кроме схемы Мельникова, у нас не будет. Поэтому настаивал на вот этой вот как бы растяжке. Да? И для части людей ведь кибернетические схемы являются таковой импринтингом. Да? И вот то, что мы говорили про то, что из двух вариантов в альтернативе, да, люди выбирают катящийся мяч. Ну, то, что как бы первое появляется, и то, что схлопывает понимание. Вот в чем опасность такого рода схем, да? Они задают полное понимание. Картина мира схлопывается в них. В схеме Мельникова есть все, что нужно, в общем, обывателю. А если что не нужно, он быстренько дорисует. Да, да, ну не, ну любой блок можно дорисовать, да, автоматически. А я еще видел вот в этом управляющем действии, ну, когда было предложено, давайте на этими схемах поработаем, что-нибудь, замесим тесто. Сразу было много людей. Много людей, потому что тем самым они легко сняли с себя ответственность за происходящее и последствия. Ну, не будем в этом участвовать, какие только что за нас решили, мы ничего не можем, потому что была предложена такая и такая схема. У нас в этих схемах не было, мы можем легко отстраниться вообще от последствий. Я увидел вот во многих другие действия, в других людях, я увидел вот такие последствия. Это, ну, я не видел в этом импринтинга. Я сейчас просто задумался, может быть, поможете разобраться. Если бы в этом управляющем действии не было предложения рассматривать схему Андрея, ну, план А, так называемый, то как бы тогда перераспределили силы? Вот я задумался и понял, что это очень переломный был момент вообще игровой. Переломный. Поэтому, да, это была стадия проблематизации. Мы ее обсуждаем. Можно ли обсуждать ее в залоге, если бы? Нет. Почему? Ну, в самом деле, вот если бы не было подчеркнутого отношения к схеме. Ну, обсуждать Андрея возможно, но что мы тогда выжмем с этого? Ну, а что мы выжимаем сейчас? Ну, давайте тогда возьмем тоже на карту и положим, если бы, вот тот вариант, если бы не было схемы Андрея. Потому что тут тогда тоже мы попробуем что-то выжить интересное. Ну, давайте смотреть. Схема Андрея была вброшена. Да? Вброшена как управляющее действие в игре или нет? Да. Почему? Нет. Ну, мне кажется, что вот я со своей позиции руководителя именно вот, чувствовал, что проблематизация так, ну, как бы затягивается и непонятно, как она должна закончиться. То есть мне было... Подожди, схема Андрея была вброшена до проблематизации. Ну да. Так мы сейчас обсуждаем, если бы она вообще не появилась на игре? Она была вброшена. Но были вброшены еще несколько схем. Да. Из группы методологической или там философско-методологической звучало несколько раз в репликах, там еще где-то, да, что есть только две схемы, достойные внимания. Схема Мельникова и схема Водолазского. А почему не схема Козловского и схема Кравцова? Ведь про это спрашивает Александр. Что если бы из методологической группы, которая подвязалась объяснять участникам игры, чего на игре происходит, если бы из нее раздался другой голос? Ну, давайте возьмем за основу схему Кравцова и Козловского. Вот про это вопрос. Ну или еще какую-нибудь схему. Как бы перераспределить. Или возьмем все четыре для работы схемы. Видите, как это, как модераторы на хохотонах делают. Я вообще не знаю, ни разу не был на хохотоне. Но в других местах, где я... Не останавливайтесь вы. Да. Там, где групповая работа имеет значение. Он говорит: ох, какая у вас хорошая идея. Продолжайте, вот развивайте эту самую идею. И каждая группа долбает как бы свою идею до этого самого,
до полного Стартапа. До полного стопа. Стартдауна. Стартап. Нет, ну смотри, я тут еще один момент услышал. Немножко с другой стороны, что благодаря этому действию возникла поляризация, да? Произошли две схемы, возникли, да? И часть людей просто свалила. То есть тогда получается, что наши сегодня... Что значит просто я услышал так, что оно просто, вот вы туда идите, вы туда идите. Да нет, вот не фантазируй, Коля. Не было такого. Почему была игра, вот и забавно, что она была, да? Все были включены. Несколько людей по группам не разошлись. Ну и что они не разошлись? Ну и наши. Просто подожди, тогда получается, смотри, что вот нарисовали это противостояние гуманитариев технарей, а некоторые, условно их можно назвать, обыватели там, или кто-то еще как-то непонятно, да, просто оказались незамеченными ни одним, ни другим. Правильно? Нет, не захвачен. Не захвачен. Ни одним, ни другим проект. Скажем, идеи, да, проект. Одной ФДПшной, другой как бы еще на предпроектной стадии. Да. Но они уходили куда-то. Какая-то группа собралась там в лесу. Там что-то они обсуждали. Кто-то там еще где-то чего-то. Да? Как бы, они не находили себе места в проектировании, но это не означает, что они вывалились. То есть у них по-другому проблематизация пошла. Другую форму приняла. Это тоже нормально. Смотри. Что я хочу сказать? Что схватывая вот это противостояние двух схем, то есть двух путей А и Б, да, мы заранее игнорируем то, что ни в одном, ни во втором этом самом ключе как бы онтологической доске не отображались оставшиеся не включенные люди в эти проекты А и Б. И что? Ну и что? Мне плевать на людей. Ты по делу что скажешь? Мне кажется, что там содержательно что-то... Короче, мы видели другого в друг друге или не видели, да, а другие на самом деле были не друг друге, а те, которые пошли в лес. Вот что. Подожди, это сильная гипотеза. Да, вот нет, это дуболомная гипотеза. Я про Александра вопрос, как бы, да? Это более значимо, потому что она выводит нас на вопрос о том, как управляется игра. Как управляется не просто игра, а социокультурные процессы. Как они управляются. Об этом, да? И вот смотрите. Значит, мы тогда имеем дело с новым, пока не введенным в оборот рефлексивным конфликтом. Потому что, значит, импринтинговая форма задания некой действительности. Брошен шар, например, брошена схема Мельникова. И игра вокруг нее начинает суетиться, что-то в ней происходит. Импринтинг, не импринтинг, но с этим надо считаться. И философско-методологический способ управления игрой, который считается сброшенным мячом, но при этом пытается минимизировать возможный ущерб. Кто управляет тогда всем этим процессом? Ну вот, например, для меня схема Ивана Кравцова была там крутой. Но чтобы ее бросить в игру, нужен более высокий рефлексивный уровень, средний во всей игре. Потому что ее, по сути, как мне кажется, далеко не все могли в принципе актуализировать. Точно, понятно. Средний. Не то, чтобы кто-то лично. Я не говорил присутствующих в комнате. Я просто увидел, что как бы игра закрутилась в определенной магистрали, и у этой магистрали складывается какой-то рефлексивный уровень. И он до определенных схем там Ивана Кравцова и схем на нашей методологической группе про гуляние айсберга, он не дотягивал. Схемки у вас, если он не дотягивал.
ну, как бы ее не могли акцентировать. Вот тема гуманитарий технократ, она в культуре... Ну, очень простому много- народу понятно, а ваши схемы непонятны простому народу, который присутствовал на игре, говорит философ. Подожди, он говорит про чьи схемы? Про Кравцова? Он Про говорит ваши. про Кравцова и про вашу. Были простые схемы. Были простые а схемы, и которые ваши. схавались и пошли дальше. И ваши. Рассчитанные на другой уровень интеллекта участников игры. Отлично. Народу не повезло. Интересная Народ, да, позиция. с народом не повезло. Давайте выведем содержательность интереса. Вот теперь смотрите, что я Все рефлексируют. Да? Значит, вот есть у нас изобретатель. Изобретатель, который приносит да, какую-то хрень на блюдечке с голубой каемочкой и говорит человечеству: бери, пользуйся. Да? Вот приходит Мельников, приносит схему. Говорит: ребята, все учтено могучим ураганом, у меня есть классная схема, как бы, да? Вот берите, пользуйтесь. Ну, правильно? Отлично. Вот он пришел в соответствии со своим представлением о мире, пришел и сделал из возникающего бардака на игре схему. И эта схема, уже никуда ее не денешь. Ее нельзя развидеть, ее нельзя забыть, ее нельзя, с ней нельзя не считаться. Это как вот у этих утят. Они как бы запрограммированы на то, что когда они вылупляются из яйца, первый движущийся объект в мире – это их мама. Ей надо как это подчиняться, верить и так далее. Если как бы первый движущийся объект мяч, Я бы рассказал про это. ну вот как бы, вот мяч брошен. Мяч брошен. Да? Можно его игнорировать. Ну, надо быть идиотом, чтобы игнорировать. Можно его начинать критиковать. Дать другие мячи. Может, поздно. А? Да, можно было не заметить этот какой-то, ну и другой. И вот это вот, как бы, да, это функция тех людей, которые называли себя на игре технарями, предпринимателями, и спорили, кто из них круче. Джобс, который ни хрена не сделал, ничего не изобрел, как бы, да, или те, кто изобрели какую-нибудь хрень, жидкокристаллическую там или что-то. И есть какая-то простая задачка. Выйти и дать оценку. Вот это. И вот я выходил и давал оценку. Я говорю: о, смотрите, ну, это надо делать. Но не всем и не сразу. Вот еще есть другая штука. Она лучше. Ну, тут оценка уже была с учетом того, дана, что уже утята вылупились в этот момент. Вылупились. Все уже повылуплялись. По большому счету в этом хаосе, который на проблематизации был, там еще не каждый утенок вылупился. Так, мы сейчас да. Вы, думаю, схему ввели сейчас. Сейчас мы будем с вашими утятами Я перерисовал отношения схемы изобретателей или этой самой кибернетической этой схемы, да, и философско-методологической группы. Почему, например, исходя из позиций, которую занимала философско-методологическая группа, которая сейчас производит рефлексию в лице Ольги? Да? Почему мы не могли, например, дать оценку, высокую оценку схеме Водолазской? Потому что схемы не было. Рефлексивный уровень не дотягивал. Рефлексивный уровень не дотягивал, вот. Ну да. Не только общий, но и методологическая группа. Средний уровень методологической группы не дотягивал. Все утята. Когда видишь веселую водолазку, надо всегда настораживаться. Это добро получится. Она должна плакать. Тогда нормальная настоящая водолазка. Когда она смеется и веселится, я не знаю, чем это может кончиться. Так что ты хотела сказать? Не было схемы, конечно, да. Не было схемы, поэтому ее нельзя было высоко оценить.
Да? Так, подождите, но у Кравцова была схема. Да, что с ней, почему нет? Слушай, схема Кравцова была оценена. Вот, блин, вы не понимаете, как игра разворачивается. Кравцов со своей группой, да, были оппонентами философско-методологической группы. Они же тоже занимались только тем, что объясняли, что происходит. Как мир устроен, там еще что-то такое и так далее. Кто их просил? Мы взяли эту функцию. И вместо того, чтобы как бы, им проектировать, самоопределяться в проектировании инноваций в образовании, они что делают? Они оспаривают прерогативу философов и рисуют объяснительные схемы. Кто же это будет оценивать высоко из философов? Особенно с той группы. Прямой конкурент за отстойную группу. А главное, мы-то понимаем, что мы как это, ни хрена в проектировании не значим, да? А они, понимаешь, как бы проектирование в образовании или инновации в образовании могли бы проектированием этих инноваций заниматься. Но они занимаются тем, что отбивают хлеб у философов с методологами. Но мы, конечно, не обращаем на это внимания, да? Мы делаем свою работу. Он просто говорит: хорошо, ребята, хорошо работаете, но игра должна работать с этим и с назвав это как бы, да, и так далее. То есть мы обманули всех, фактически. А люди работали. Все могло пойти не так. А мы понимали, что работать надо, поэтому не сопротивлялись. Если бы, Иван, мы вовремя заменили эту вот отстойную группу философско-методологическую, но не отстойную, вообще все бы пошло не так. Так это, по сути, так само была поэтичная такая. Ну, конечно. Так, вот теперь смотрите, я к чему это все рассказываю. Примерно в это время, когда мы осуществляем действия такого типа, как оценивание, да, и вот это, надо идти туда, указания. Да? Вот примерно в это время, да, на периферии игры идет дискуссия. Кто главный в мире? Наливай. Технари или гуманитарии, да? Кто управляет этим миром и так далее. Это периферийным сознанием, периферийной частью игры как бы обсуждается вот эта вот хрень. То есть, грубо говоря, если начать вот это вот выводить в содержание, то просто это периферийное обсуждение шло без схем, без понятий, без доски. На непродуктивной оппозиции технари и гуманитарий. Но кто главный? Вопрос висел. Отлично. Схема есть. Какой правильный ответ по этой схеме на вопрос, кто главный? Кто дает это? Ну, все понятно. Теперь все понятно. Победил абсолютно. Надо опять, никто его не заметил. Проблема. Вот не надо, никто не заметил. Все заметили. Все заметили. Всем было очевидно. Но почему? Это настолько очевидно, что это кажется банальным. Да? Ну, конечно же, управление миром происходит вот таким образом. Но теперь, как бы, мне это важно, при всей своей банальности, по отношению к организации, проектированию и проведению оргдеятельностных игр. Иван, а ты что делал в это время? Пока мы решали все вот эти вопросы. Пока я раздавал оценки, направлял одну группу туда, игру туда, там и так далее. Пытался соображать, что вообще происходит. Он тоже был философско-методологической группой, он пытался соображать. Из этого вывод очень простой. Руководитель игры без методологии и дерьмо на палке. То есть модератор хакатона. Что вы не так говорите? Я не буду. Дерьмо не надо так описать. То есть дали оценку, все признали первенство, пошли работать по этим двум схемам, правильно? Все так. Ну, дали оценку, засунули все эту оценку в задницу и стали заниматься тем, занимались. Нет, тоже не совсем так. Истина где-то посередине. Нет.
теперь как бы я вот зачем это Я с понимаю, Иваном это воспитательный проделал? момент. Не просто воспитательный, это вопрос закрытия или не закрытия летучего университета. Летучий университет. Я теперь уже боюсь веселья водолазства. Летучий университет в Беларуси имеет смысл только в том случае, если он учит всему тому, что позволяет. Ну, я здесь не дописал, кроме давания оценок, тут еще есть парочку задачек. Да? Так вот, летучий университет имеет смысл тогда и только тогда, когда в нем изучают методологию, позволяющую управлять миром. Во всех остальных случаях это, хохотон, дополнительное образование взрослых и вообще богадельня. Поэтому, если мы не будем, не найдем здесь людей, которые говорят, все, методологи, учите меня методологии. Если этого не будет, университет надо закрывать. А Иван пойдет, сколотив свиньей группу игротехников, профанировать оргдеятельностные игры в мир. Не пойду. Поползет. Я же понимаю, что без методологов игры бы не было. Нет. Что вы меня за, идиота держите? Я не тебя держу за идиота. Я не понимаю, закрывать летучий университет или не закрывать. Потому что на сегодняшний день практически нет в летучем университете мотивации на поднятие, изучение, освоение методологии. Все хотят, как все сегодняшние студенты, осваивать практические навыки. Ну, например, игротехника. Это же полезная штука. Вот игротехнику мы с удовольствием осваиваем. Да? А методология, это, завиральные мацкевичевские хрени какие-то, которые не работают. Так вот, смотрите, рефлектируйте, смотрите. Все, что работает на этой игре, только методологические схемы. При всем многообразии пластов, различных характеров, участвующих там людей. Да? Того, что мальчики клеят девочек, а Елена Козловская, понимаешь, клеит мальчиков. Что там разновозрастные там хрени происходят, что там разные мировоззренческие установки, этические принципы работают, что там разные типы знания представлены. Работает жестко, принципиально и эффективно. Только метод. Методология. Это, конечно, не рефлексивное замечание. Кацук прав, это воспитательное. Но мне рефлексивно из игры нужно вынести ответ на вопрос, закрывать летучий университет или не закрывать. Я объяснил ту переменную, которая позволяет решить это уравнение. Я от сьогодні не розумію, як ви напрямую так зв'язуєте ці два питання. Да, и, по-моему, несколько лет последних ты же пропустил. Разворачивание университетского семинара, обсуждение роли методологов во всем летучем университете и так далее. Ну так, ні, тут же кажуть, на основі гульні треба прийняти. А гульня тут що вона? Вообще ничего, да. Не, Игра – это имитация реальности. Вся реальность была собрана на игре. И что это реальность? Чего не понял Клишевич? Он не понимает, как связать происходящее на игре с Почему вы реальностью. собираетесь решать Ні, результатами это игры? не про это выходит. А про что? А про тезис, питання закриття летучого університету і виніки гульні. Вы же про это казали? Я устанавливаю, собственно, как разворачивался сегодняшний разговор. Игры вы собираетесь решить? Да. Они вообще. По простой причине. Значит, у нас в позапрошлый вторник, не в этот, а прошлый вторник, был
провел заключительный университетский семинар, на котором поставлено ряд вопросов относительно тех инициатив, материала деятельностного, который есть в летучем университете. В летучем университете в этом году школы, 4 существующие школы, которые назывались школами магистров игры, проводили отчетно-презентационные мероприятия. И школа методологическая, в том числе на своем первом выступала, да, было сказано, что вот мы как бы можем подготовить игру, например, в качестве выпускного спектакля. Да? Все остальные говорили что-то свое. Но как только мы доходим до продукта, ну где продукт социальной аналитики? Да? Где тексты, которые, за которые конкурировал бы, например, журнал белорусский с Турбаем, там, или Ситидолом, или еще кем-нибудь, да? Или Советской Беларуси. Или Советской Беларуси. Да? Где там еще чего? Где результаты школы Вакаева? Где результаты школы, что там было у нас? История идей. История идей. Вот школа методологическая магистров игры провела игру. Провела. Факт есть. Можно к нему по-разному относиться. Хорошо провела, плохо провела, там, сям, и так далее, и так далее. Вот теперь как бы выпустили мы группу игротехников. Все остальные школы пока речи о продуктивности, эффективности, ну, рано делать выводы, говорят. Потому что еще будет подождать, еще 2 года подождать там, и так далее. Да? Ну, возможно. Но вопрос стоит ребром для меня. Если одна школа из 4 дает практический выход, ну то есть возникает команда, которая может провести игру, опираясь на летучий университет, естественно, на методологов, которые здесь есть и так далее, но может. Но теперь, когда эта игра произошла, и я, насколько мог, высоко оценил эту игру, которую вы провели. Теперь для меня вопрос и встает ребро. И вы, блин, падлы, будете учить методологию? Или будете свою толоку, блин, краудфандинговую делать? Там, блин, за дронами гоняться? Или блокчейны изучать? Тогда, блин, все вот туда, куда-нибудь, в ВТУ, блин, еще куда-нибудь. Летучий университет нахрена? Если вы, проведя игру, как игротехники, не поняли, что вы дерьмо на палке без методологии, вот Иван понял. А можно, Иван, маленький вопрос в тему? Иван, это я сейчас... Вы зря на Кравцова наезжаете. Он как раз таки... Я не на Кравцова, я Евгению объяснял. Мимо пролетел. Вот на рефлексии игротехников, да, за которую нас ругала Татьяна, что выпустили пар. Сколько там человек, ну, как бы самоопределились, ну, как бы быть космонавтами? Кроме одного, все более-менее. Что значит космонавтами? Ну, методологом. Ну, в смысле, изучать методологию. А было такое задание? Ну, да. Ну, там о будущем. У нас было прошлое, ожидание. Кроме 2. На нашей игровой, ну, неформальной рефлексии. Все. Да, и было игровой мир. Серьезно? Нет, я вот ну, если я как бы не могу вспомнить. Но мы-то сказали, что этого вообще всего. Ну, вот мы говорим, я говорю. Как мы? Ну, заявление, можем пересчитаться, как бы. Ні, питання насамрэч ці можна. Ну, насамрэч, пытанне, ці гэта адкрытае запрашэнне ў школу метадолагаў, ці проста, ну, насамрэч, калі я памятаю, то цэнз на прыняцці быў даволі высокі. І якби питання, ці можна ще долучитися, ці буде існує школа методологів, в якому форматі, ці можна долучатися ось таким, ну, з пустого місця заскокувати фактично, ну, натурально з ожиданням і з готовністю там, да, ну, слухати вже ось ті записи, що були до этого. Ось, ну, таке питання до вас. Питання складане. Докладнее, отказ на питання складане. По-перше, ви заробили план.
вы можете потрапить каліму вирашення ще, да? Покидати літучий університет, а це ще треба з Водолазькою розібратися, бо ми з її вельми різні позиції займаємо. Допустим, раптом мы вирішили, що літучий університет застається, то ви маєте карт-бланш. Ви потрапляєте туди по блату, в эту методологичную протягиваю. По результатам Олимпиады. Ну да, типа того. Но там пощады не ждите. Типа того. Но это ведь еще ничего не означает, по большому счету. Потому что желание желаниями, готовность готовностью, амбиции амбициями. Ну, нет амбиций без амуниции. Как бы, да? Без нет адъютанта, без аксельбана. И тут как бы надо понимать, что тогда, например, вам с Водолазкой надо разобраться. Может быть, оставлять только вот эту вот группу блатных. Ну, а чтобы про блат вы понимали, да, в мире нет справедливости. Чем отличается в этом смысле установка республиканская французов и американцев? Американцы учинили суд, чтобы всем справедливость обеспечивать, как бы, да? А французы свободу, равенство, братство. И никакой справедливости. Вот справедливости в мире нет. И решения принимаются тоже по несправедливости, а как-то там иначе. Кому-то надо зарабатывать возможность там, чем-то заниматься своим горбом, а кому-то это достается по блату, например. Вот вы заработали себе по блату. Ну, а дальше надо как бы уже доказывать, да? Потому что одно дело мы продолжаем, причем продолжаем уже без соплей, да? Ну, опираясь на имеющийся опыт. У вас есть опыт этой игры. Все, кто его не отрефлектировал, они его потеряют. Отрефлектированный опыт – это та опора, на которой можно начинать учить, изучать, а нельзя изучать методологию, не развивая ее. В общем, такая хрень, которая как бы не терпит школярского изучения. Вот, поэтому центром, единственным местом, где существует методология в летучем университете, является методологический семинар. Кто не ходит на методологический семинар, не просто не ходит, а преодолевает ценз, да, 5 семинаров молчания, потом право на говорение, делание докладов там, и так далее. И так далее, да. Без этого всего методологии научиться нельзя. Методологический семинар является основным местом, обеспечивающим смысл существования летучего университета. До сих пор такого не было. Вы первый раз появились на этой рефлексии, как бы, да, сегодня. Вы собирались там кучкой, там еще что-нибудь. Многие другие люди, которые как бы знают о существовании методологического семинара, но не считают необходимым его посещать. Так далее. Я зараз просто дивіться, не буду вас перепиняти, але я не навідувала не тому, що мені було не цікаво, але зараз я не буду до вас. Ну нет, так теперь как бы ведь вопрос еще не решен. Я же говорю, мне с Водолазкой надо договориться, потому что она не согласна со всем тем, что я сейчас говорю. У меня вот вопрос возник, если... Не для здесь. У нас еще игротехническая рефлексия. Да. По-моему, уже нет. Может, мы Орг выводом и воспитанием. какую-то организационную встречу желающих войти в методологию сделаем? Да, это так. Потом. Сейчас мы должны вернуться назад от этого всего, да? Вернуться вот, к вопросу об управлении. Еще раз об управлении игрой, да? Что управляло, как, и так далее, и так далее. Потому что игра двигалась определенным образом благодаря тому, что в ней происходило, и тому, что люди в ней делали. Это два разных пласта, два разных уровня. Искусственно-технический и естественный план разворачивания событий. Да? Если мы это зафиксировали, у нас осталась еще одна штука, которую мы не разобрали.
это наполнение объектно-онтологической доски конфликтующих сторон в период или на этапе проблематизации и уже деятельностной доски. Что там? А это, да, вот это эпистемологическая, эпистемическая штука. То есть мы должны взять схему Мельникова на этом этапе, да? Это уже не игротехническая, а методологическая рефлексия игры. Взять схему Мельникова и исчерпать ее до конца. Почему нельзя в современном мире пользоваться такими схемами? Несмотря на то, что весь мир их юзает. И все школы, все университеты учат схемам таким, которую нарисовал и который пользовался Мельников. А можно с плохой схемой сделать хорошую вещь? Нет, нельзя. Значит, есть еще какие схемы? Ну, конечно. Если мир делает хорошие вещи, значит он пользуется недолго этими схемами. Подожди, мир до сих пор вообще выращивает картошку, обрабатывает ее вручную тяпками, мотыгами. И что? Я в данном случае про всякие блокчейны и так далее, нейросети и прочие штуки, они, в общем-то... Нет, они не из... Блин. Во-первых, с нейросетями куча проблем сейчас, которые мы обсуждаем, и за которые, например, стоит выбросить какой-нибудь тезис, все начинают посылать. Как бы, да? Точно так же, как Мельников начинает посылать меня, как только я спрашиваю, где там кнопка выключения его схемы. При всем при том, что вся кибернетическая хрень как бы, да, должна иметь кнопку включения и выключения. Как только кибернетическая схема создана. Нет, она и создана при кибернетической схеме, только она юзается для других целей. Да? В данном случае она юзается для организации управляющих систем, а не систем управления. Поэтому, именно поэтому, да, кнопка включения и выключения в нее не вписывается. Например, когда вы избираете президента в стране, да, то вы должны точно знать, где там кнопка выключения. Иначе он сломается, блин, и будет хрен знает, что в течение десятилетий творится. Не предусмотрели этой кнопки. Или, когда предусмотрели и через 2 года попытались нажать, как бы он сломал эту кнопку нахрен. И все. Но как бы, это установка любого, кто путает систему управления и управляющие системы. А суть в этом месте, она как бы одна и та же, если вы строите и управляющую, и управляемую систему, как кибернетическую. То есть в которой есть только черный ящик, вход, выход и обратная связь. Все. Схему Мельникова мы будем вычеркивать в рамках рефлексии Оли? Или это будет... Нет, а это можно исчерпать только в методологической рефлексии. То сейчас мы будем заканчивать формулу рефлексии. Ну, в общем, По-моему, хорошо. она уже закончилась. Нет, еще. Ну, отмашку надо тоже как бы. Все вещи заканчиваются, когда кто-то... Все. Который час? Ну сейчас можно делать. Я предлагаю это на сегодня закончить. И если что-то еще осталось по Оле. Нет, давайте закончим. А проекты Нет, ну, А что именно осталось закончить, по-твоему? Просто на самом деле мне очень хотелось, мне ужасно хочется разбираться, что происходило на проектировании. Ну, там же не только это с тобой проходило. Нет, Мы не можем- только. Так нет, я думаю, вот, если я бы предложила либо кому-то из агротехников продолжить, либо Андрея попросить рассказать, вот скажем, что было там, отрефлексировать, что было в группе Б. Что там интересные вещи. Нет. Перспектива. Это в следующий четверг, когда. Ну давайте подумаем, а кто может это сделать? Настя, кто-то мне, по-моему, говорил, что в одной из этих групп по плану Б или по плану А, Настя была по плану А. А? Настя была в плане А.
кто-то указывал на тебя как на игротехника, хотя там не должно было быть игротехника. Да, мне позвали. Как игротехника? Может быть, мы тогда как-то последнюю часть рефлексию проведем на твоем материале? Я не знаю, что творилось в группе Б, возможно, Ну, стоит посмотреть. и никто не знает, что творилось в других группах, Я вообще кроме того, что видно на пленарном. Ну, возможно, стоит посмотреть просто и там, так как я понимаю, что есть свое мнение. Опять же, Настя Зинович – это имя собственное. Ты была вовлечена в целый ряд всякого рода взаимодействий. Да? И поэтому мы знаем ограниченность фактуры, которую ты можешь вытащить. Но, раскакивая демографию гендер, ты можешь задействовать свои пласты для рефлексии какие-то. Это что, с нашей группой не будем заканчивать? В смысле? Что, собственно, с твоей рефлексией? Мы уже не были тогда философской. Но на проектирование? Да. Я бы предпочла, наверное, чтобы вот, ну, Андрей, да, мы бы просто подключились. Значит, у нас, подождите. Ну или Дима, давай ты. Тогда. Давай В чем проблема? Сегодня мы завершили рефлексию Ольги на последнем такте игры, да, на проектирование. Оно осталось не разобранным. Тогда группа распалась. Вот. Оно осталось не разобранным. Группы распались, в этом смысле как бы можно менять формат рефлексии, да, потому что из разных фокусов мы должны это все дело собрать, это событие игры. У нас еще есть две задачи, вытащенные Маскевичем. Первая – это наполнение вот этих двух досок. Да? Это работа, которая тоже должна проделываться. И вторая задача – это вот эта вот рамочка отдачи оценки. Все. Ну, содержательные вещи. Все. Нет, ну Ольга тезис про разобраться с проектированием. У нас Это остался же пятый день, конечно. У нас вопрос остался с тем, что происходило на этапе проектирования. Да, так я так понимаю. Понимаете, как бы проектирование – это большая, сложная работа. Я так понимаю, что у Ольги этот тезис уже был не рефлексивным, а вытекал из рефлексии. С проектированием надо разобраться не с тем, что на игре было проектирование, а с проектированием как с деятельностью. С типом Нет, нам Андрей очень хорошо, все ну, очень хорошо. Я думаю, что ну, нет, именно с тем, что происходило в группе В на этапе проектирования. Ну вот у меня есть такая отбивка, что на самом деле вот в этой всей ситуации в группе Б, то есть где был Козловский Сергей, ну в это время я, так сказать, включил режим, ну он у меня включился, такого Бэтмен-мобиля. И ну, у меня было там 3 схемы, ну то есть я был ими заряжен. Но ситуация развернулась так, что ну как бы я не смог их выложить. Вот. Но заряженность, она ну, давала мне очень сильную. Я бы рефлексировал этот момент. Нет, рефлексия дело такое, что она может длиться долго. Я говорю, что рефлексия этой игры, в общем, по моим представлениям из старого опыта, она может занять полгода. Да? Поэтому всякий, кто хочет отрефлектировать, мы обязаны, по крайней мере, из тех, кто в летучем университете влетался в игротехники и проходил всю эту подготовку, как бы, да, мы должны иметь терпение все выслушать. Тогда становитесь в очередь. И давайте так, вот сейчас мы с Асей и с Ольгой, да, делали все очень подробно. Ну, даже, да, даже, по-моему, ну, так, с избыточной подробностью, чтобы... Давайте попробовать сворачивать, чтобы на всех хватило времени, сворачивать до самого главного. Ну, главного для рефлектирующего, соответственно. Да? Подождите, мы каким путем идем? Дальше все равно это индивидуальная рефлексия, или мы в следующий раз все-таки разбираем этот день проектирования? Ну, сейчас мы уже решили про день проектирования. Разбираем. Да. В следующий раз. Хорошо. Я буду? Ты? Хорошо. Подожди, ну как? Подожди. Мы решали, Настя сказала, Настя что она. и, ну, это давайте вы вдвоем да, тогда, да? ну... Либо по очереди, либо перебивая друг друга. Тогда по очереди. Это очень интимный момент. Тогда по очереди. Все.